Но тем не менее, я вот не услышала ни одного конкретного резонансного дела, да? Вы могли бы четко нам сказать в примере несколько вот резонансных, общественных, значимых уголовных дел, по которым применялись пытки? И какая была ваша реакция, каков был результат этой реакции? Сообщение о том, что начальник следственного изолятора, изолятора временного содержания города Джалалабад применил пытки. Начальник данного учреждения был осужден, плюс был оштрафован на сумму 300 тысяч сомов. Помимо этого хочу отметить то, что основная задача, которая ставится перед национальным центром, Нет, это... какие задачи поставлены перед национальным центром, нам не надо объяснять. Ага. Мы у нас четко знаем, да, у нас и законы есть, и все остальное. Вопрос я спросила, резонансные уголовные дела. Да, вы мне сказали, что в отношении сотрудников Джалалабадского, да, СИЗО и так далее. Резонансные дела, это вот громкие дела, какие? В отношении Атамбаева возьмем. Там, где он заявлял о том, что в отношении его применялись пытки. Каков результат? В отношении Атамбаева. Начну с того, что с момента событий в Койт-аше, последующем появлении видеоролика в отношении врача, данный видеоролик сопроводительным письмом от Национального центра был направлен в Генеральную прокуратуру. Как было отмечено, мы не имеем права вести расследование. Что касается последних событий в отношении Атамбаева... Результат. Вот вы направили в Генеральную прокуратуру, вы получили ответ. Каков результат? Вы отслеживаете результаты ваших направлений, всех ваших писем? Вот по врачу получили ответ, что врач отказался от обвинения дальнейшего и дело прекращено. Что касается последнего принудительного привода Атамбаева, с нашей стороны была реакция, были направлены письма в Генеральную прокуратуру, ответ ожидается. Также было сделано обращение в службу исполнения наказаний, Министерства здравоохранения о том, чтобы рассмотреть вопрос. Что значит ответ ожидается? Это факт имел место в марте месяце. Сейчас уже у нас июнь месяц. Сколько вы ожидаете? К сожалению, нам иногда приходится несколько раз писать для того, чтобы получить ответ. Правильно поднимается вопрос, опять же, скажем так, отношение к национальному центру определенных лиц оставляет желать лучшего. Но, знаете, здесь отношения, нельзя говорить вот отношения. Значит, вы не ставите так вопрос так, чтобы к вам относились соответственно, потому что есть соответствующий закон. Закон обязательно для всех. Понимаете? И если вас не признают, надо ставить вопрос. Надо поднимать этот вопрос. Потому что у вас есть координационный совет, который тоже вправе. Там такие должностные лица сидят в вашем координационном совете, помимо того, что вы как руководитель. Это вот не ответ, я считаю. Представители Генеральной прокуратуры, ответьте, пожалуйста, почему вы игнорируете данную службу? Генеральная прокуратура, Карапеков формат. С национальным центром по предупреждению пыток у нас тесная связь. Бир секунд, урматтуу жооп На постоянной основе. Ээлеген кызматыңызды өзүңүздү тааныштыра кетиңизчи. Башкы прокуратурада тергөөгө жана изин сутпай ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн прокурору Карапеков Урмат Карапекович. А где у нас заместитель генерального прокурора? Ну вы ответьте, пожалуйста, как руководитель. Проведение проверки по данному факту поручено спецпрокуратуре. Проверка на настоящий день проводится, о результатах сообщим дополнительно. А какие у вас сроки проведения проверки? Они что, у нас законом нигде не ограничены, что ли? И почему директор Бакыт Токталиевич заявляет о том, что вы игнорируете его обращение? Как это так понять? Такого быть не может.
На каждое обращение мы своевременно, полностью сторонний ответ даем. Давайте разговаривать конкретно по фактам. Да, конкретно по какому делу есть факты затягивания. Вы понимаете, там есть своя процедура, там проводится проверка, по результатам проверки. Мы же сырой ответ давать не можем же. Мы должны полностью стороннюю проверку провести и дать ответ. Вы должны сразу дать ответ о том, что вы проводите проверку, и он бы сам сегодня бы с трибуны сообщил, что тогда-то получил ответ о том, что это. Вы говорите, чтобы мы направили, ответа до сих пор нет. Поэтому вопрос и встал. Нет, вы спросили заключительный, итоговый ответ. Итогового ответа пока нету. Вот итогового ответа с результатами вот именно этого нету. А сроки у нас какие, представители, зам генерального прокурора? Скажите, пожалуйста, законодательством же оговорено эти все сроки? Сроки разрешения жалоб оговорено в течение месяца, сроки следствия тоже оговорены. На какой стадии это все происходит? Сроки проверки, естественно, законом оговорены, но, вы знаете, при необходимости мы можем продлевать сроки проверки до 1 месяца, назначать дополнительные экспертизы. По результатам проверки мы дадим дополнительный ответ. Дело возбуждено или только на стадии проверки? Все сроки проверки, они прошли? Мы сообщим дополнительно. Полностью дадим полный ответ. Со стороны Я сейчас не могу поверхностный ответ давать. Не перебивайте. Со стороны органов прокуратуры получается грубое нарушение закона о порядке рассмотрения обращений, грубое нарушение Уголовного процессуального кодекса о том, что заявление подано официально директором центра, и до сих пор ответа нет. Вы же не можете по полгода рассматривать эти вопросы. Надо точки ставить. Законом четко определены сроки, и вы нарушаете главные законники. Законом оговорены сроки. Есть процедура, по которой мы можем продлевать сроки следствия, сроки проверки. Мы сообщим дополнительные результаты. Сошлитесь на закон. Что за процедура? Хорошо, Сошлитесь, хорошо. сейчас вы мне скажите, о каком законе идет речь, на что вы ссылаетесь. Да, еще у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сделали анализ ситуации с пытками и жестоким обращением в местах лишения свободы, да? Именно конкретно анализ. Вы можете четко сказать, там так-то происходит, там такие-то нарушения. Такая-то ситуация у нас именно с пытками и обращениями конкретно вот на сегодняшний день. Да. Сейчас данные цифровые открою, секундочку. В разрезе мы взяли чуть пошире с 2016 года. Расметили приуремизия, можно, да? С 2016 года, если в 2016 году было заявление 132 в адрес Национального центра по фактам применения пыток, 17 104, 18 123, 19 77, 20 41, 21 67. Снижение этих заявлений мы считаем связано именно с тем фактом воспрепятствования, которое было Национальному центру. Что касается методов, возможно, ведомств применения пыток, большинство заявлений пыток это в отношении сотрудников органов внутренних дел. Здесь идет изменение тенденции в плане того, что если раньше жестокое обращение и пытки применялись в самих отделах, в ГОМах или в ПОМах, то сейчас зачастую людей вывозят на нейтральные территории, там применяются пытки, и уже, я извиняюсь, буду использовать термин, который используется непосредственно сотрудниками, уже даяр или бышкан айыпталуучуну тергөөчүгө алып келип беришет, да? А методы применения пыток, в основном жалобы идут. Это опять же мы исходим из интервью, которым проводим. На применение спецсредств. Это такие как дубинки, электрошокеры, удушение путем надевания целлофановых пакетов. Это является самым таким страшным и извращенным методом, когда
человек теряет полностью контроль над собой, над физиологическими функциями тоже. Ну и простые избиения руками, кулаками, ногами. Иногда говорят о том, что избивают баклажками, наполненные либо водой, либо песком. Используют толстые книги или журналы. И часто говорят о том, что применяются определенные какие-то методы, которые не оставляют следов. И иногда это редкие случаи, но вплоть до введения игл под ногти. Вот видите, как изощренные какие методы бывают. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, а сколько уголовных дел за 2021 год возбуждено, да, по этим фактам? 67 заявлений было. Ну, заявление понятно, а именно уголовных дел сколько возбуждено? Вот сейчас дам развернутую информацию. 43 заявления зарегистрированы в РПП. В рамках досудебного производства проводилось следственное мероприятие со стороны органов ГКНБ Кыргызской Республики. Это данные за 2021 год. По 17 заявлениям досудебных... А результаты вот по этим всем... Я иду к этому. По 17 заявлениям досудебное производство прекращено на основании статей 26 и 27 УПК за отсутствием состава деяния преступления. По 5 заявлениям проверка прекращена. 2 заявления оставлены без рассмотрения. Это больная тема и больной вопрос для национального центра, когда идет безнаказанность, когда нет решения судебных По этим вопросам инстанций. вы обратились в органы прокуратуры, что в части именно осуществления следствия, вот, то есть надзора за законностью принятых решений по этим? Обратились вы? Да. Обращаемся, мы сейчас... Сейчас, минуточку. Тогда органы прокуратуры, ответьте, пожалуйста, если к вам обратились по таким фактам, в части именно здесь есть факты и прекращения уголовных дел, и вообще необоснованный отказ в возбуждении и так далее. Каков результат надзора за следствием? Генеральная прокуратура, опять же, Карпеков. Значит, по всем подтвержденным фактам возбуждаются уголовные дела, расследуются, предъявляются обвинения и направляются в суд. А по тем фактам, по которым уже не подтвердились, выносится постановление об отказе возбуждения. Не, вы просто знаете, процедуру нам не рассказываете, мы это прекрасно понимаем, по каким фактам возбуждается, не по каким не возбуждается. Здесь конкретно, официально, центр обратился к вам, то есть я имею в виду в ГКНБ, и статистику вы сейчас услышали. Вы законность принятого решения проверили или нет? Есть ли отмены этих постановлений? Имеет ли место незаконного принятия решения? Конкретно по фактам, которые сегодня вот озвучены в выступлении. Имеются место необоснованно преждевременного вынесения решения об отказе возбуждения уголовного дела. И такие решения обычно отменяем. Сколько вы отменили по пыткам? Вот там 17, вы сказали, да, было прекращено, да, уголовных дел? Так, прекращено 17 да, по вот 26-27 за отсутствием... Из 17 сколько отмены? Это за 21 год. Да, за 21 год. 17, значит, отмененных не имеется, значит, они признаны обоснованными. Вы просто располагаете этими данными или нет? Вы просто так вот скажите конкретно. Я располагаю, почему? Располагаю. То есть все 17 правильно приняты законные решения, да, прекращены они законно, включая за отсутствием состава преступления? Да. Дайте мне, пожалуйста, подробную информацию по всем этим фактам, пожалуйста. Более подробно сейчас у меня такие сведения нету. Хорошо, мы предоставим вам информацию. Да. Я хотел бы добавить, что дела по данной категории дел по пыткам находятся на особом контроле генерального прокурора. Каждое сообщение о пытках состоит на особом контроле, и по нему проводится полная всесторонняя проверка. Мы дадим дополнительную информацию.
Да, и дополнительную информацию, пожалуйста, в отношении дела Атамбаева. Это все-таки Хорошо. был первый то есть президент Кыргызской республики, да, и такие факты, которые были озвучены в средствах массовой информации, я думаю, это недопустимо. Хорошо.